Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня в нашей программе. У них наблюдается почечная недостаточность. Это инвалидизация на всю жизнь. В настоящий момент по делу назначена химическая, генетическая и иные экспертизы. ЧП в Татарстане или эпидемия отравления, смерть под градусом и как производство суррогата доходит до промышленных масштабов. Непривычно, конечно, будет сначала, а потом уже через круг привыкнут. Я бы попросил наших пассажиров не вымещать свое негодование на кондукторах, на водителях. Они выполняют свою работу. Всеобщая куаризация. В ожидании черного понедельника. Ждать ли транспортного коллапса? С учебного плана сняли. Это плохо, конечно. Татарстан дәүләтендә яшәгәч, ул дәүләтнең телен дә, әдәбиятын да, гореф-гадәтләрен дә белергә кирәктер дип уйлыйм инде мин. Стандарты третьего поколения. Татарский язык в школах должен появиться или все-таки, возможно, появится? Какой тяжелый и коварный 2021, если честно, не припомню такого количества ЧП и происшествий. Каждый раз приходится начинать с какой-то печальной новости или в России, или в Татарстане, и все это на фоне продолжающейся второй год пандемии. Не знаю, есть ли здесь какая-то связь, возможно, приходит усталость, нервозность, люди пытаются снять стресс, где-то теряют бдительность. Однако факт остается фактом, без ЧП не обошлось и в этот раз. Всю эту неделю мы следим за судьбой 14 студентов, которые на вечеринке отравились метанолом. Напомню, компания сняла дом для праздника, арендовала автомобиль, купила с рук 5 литров спиртосодержащей жидкости. В результате кто-то перепутал ее с незамерзайкой, что лежало в багажнике и которая стала причиной страшной трагедии. 3 суток врачи боролись за жизнь 20-летней девушки, которая впала в кому. В пятницу стало известно, спасти ее не смогли. Еще 2 ее подруги были в реанимации, но к концу недели были переведены в обычную палату. Сейчас состояние 13 пострадавших стабильное, говорят врачи. Такого массового отравления алкоголем или в данном случае какой-то технической жидкостью в Татарстане не было последние лет 40. Но было в стране и совсем недавно. Напомню, начало октября, Оренбург. После застолий 35 человек умерли, 60 оказались в больнице. Как выяснилось, паленый алкоголь не только продавался в магазинах региона, но и разъезжался по всей стране. Производство было поставлено в промышленных масштабах. Пили и умирали в Курганской и Свердловской областях. Если вы думаете, что смерть под градусом судьба, так скажем, маргинальных слоев общества, то заблуждаетесь. Вероятность выстрела в этой русской рулетке довольно высока. По статистике отравлений бутылки сомнительного происхождения на стол чаще всего ставят хорошие знакомые или старшие товарищи. И часто на больших застольях. В Москве, в районе Южное Бутово, после свадебного банкета скончался жених. 3 гостей госпитализированы. Они отравились метанолом, который ни по вкусу, ни по запаху не отличим от этилового спирта. В Нижнекамске расследуется уголовное дело по факту смерти в июле 16-летней девушки в результате употребления поддельного коньяка на девичьих посиделках. По статистике Роспотребнадзора с января по октябрь в Татарстане зарегистрировано 555 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. И это больше почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наши корреспонденты через 3 руки смогли заполучить пол-литра так называемого домашнего коньяка и самогона. Что же оказалось в пластиковых бутылках? Узнаем из репортажа Татьяны Тимошенко. Вот она, так и не вскрытая канистра суррогата, обнаружена при обыске в коттедже. Продавцы, местные жители, всем от 21 до 29 лет, задержаны. А вот и та самая бутылка, из которой пили студенты. Зеленую жидкость пострадавшие сами и подсластили ароматизатором ириска. Это 2-я линия в уголовном деле. В автомобильной незамерзайке обнаружен смертельный метанол. Он запрещен при производстве стеклоомывателя уже лет 20. Как контрафакт попал на территорию республики, предстоит выяснить следователям. В настоящий момент по делу назначена химическая, генетическая и иные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
Метанол, который никак не отличим от этилового спирта, на стол попадает не только по ошибке. В августе в Казани не смогли спасти 25-летнюю туристку из Ярославля. Смертельный коньяк она с мужем купила у таксиста в своем городе. Мужа спасли, врачи буквально вытащили его из автобуса. В Нижнекамске этим летом погибла 16-летняя девушка. В так называемом домашнем коньяке также был метанол. Смертельная стопка в 25 миллилитров. Время, когда шансов уже нет, 3 часа. Последствия для выживших одни из самых тяжелых. К сожалению, они поступают уже с длительным временем нахождения яда, и мы не можем спасти этих пациентов. Пациенты очень длительно лежат в реанимации. Если пациенты выходят уже на неудовлетворительной средней степени тяжести, они выходят из тяжелого состояния, у них наблюдается почечная недостаточность. Это инвалидизация на всю жизнь. Пациенты становятся хроническими почечными больными, которые в дальнейшем могут находиться уже на аппарате гемодиализа пожизненно. Далее это безвозвратная потеря зрения. Все же метанол в статистике отравлений по республике занимает малую долю, только 7%. В 10 раз больше травится этиловым спиртом и почти в 1,5 раза чаще, чем в прошлом году. При анализе социального положения оказывается, что неработающих меньше половины. По наблюдениям врачей и практиков, в 7-ю горбольницу чаще всего попадают пострадавшие в возрасте 35-50 лет, трудовой расцвет. Больше страдают мужчины, 81%. За этот год, по данным Роспотребнадзора, погибли 184 человека. Каждый третий отравившийся. У меня в руках 2 вида алкогольной продукции, которые были куплены из-под полы. Один как коньяк, другой как самогон. И чтобы узнать, что же это такое, мы отправились в одну из самых крупнейших и главных лабораторий Республики Татарстан, в лабораторию Роспотребнадзора. Здравствуйте, Дильбар Исмагиловна. Давайте же проверим, можно ли это пить и что же это за алкогольная продукция. Хорошо. Этот цвет не очень нарядный и не характерный для коньяка, очень спиртуозный и с посторонними сивушными тонами. А по второму внешнему виду образца что можно сказать? В аромате отмечается слабый спиртуозный тон с наличием тоже посторонних тонов. То есть это опять-таки не самогон, не характерный, хлебные тона отсутствуют. Пока идет анализ, пытаемся узнать, почему люди готовы пить то, что не всегда хорошо пахнет. Наш собеседник, постоянный обитатель наркологического диспансера, просит не показывать лицо и изменить голос. По его словам, еще 10 лет назад ездил на дорогом автомобиле и сорил деньгами. Сейчас слепой и с разрушенной печенью. Когда болеть начал сильно с похмелья, уже стал безразличен, что выпивать. Приходится пить всякую шурум-бурум. Условно, если бы вернулись вот в ту точку, когда был выбор еще, вот какой бы выбор вы сделали? Алкоголь. Нет, я что вам хочу сказать, не все должны быть хорошими. Вот глядя на меня, мой сын не пьет, не курит. Все вот из моей родни, молодежь, они, глядя на меня, я тоже какую-то пользу приношу. Официальная статистика потребления алкоголя в стране, главным образом крепкого алкоголя, год из года идет вниз. Тренд последних 1,5 лет. Число покупок снижалось, но рос чек. У нас идет снижение употребления, снижение продажи алкоголя. Раз снижение продажи, значит снижение алкоголизации. Но на самом деле лакмусовая бумага алкоголизации – это алкогольные психозы. Алкогольные психозы не уменьшаются. 3 ряда. Да, надо сейчас примерно посчитать, сколько коробок здесь. Почти 900 литров спиртосодержащей жидкости. В этом гаражном боксе в Советском районе Казани до недавнего времени можно было купить спиртное в розницу, канистрой в 5 литров. Владелец гаража задержан буквально за 10 дней до трагедии за студентами. А это кадры оперативной съемки в Набережных Челнах. За выгрузкой спиртного был задержан мужчина на оптовой базе. И в принадлежащем ему магазине полицейские обнаружили около 3000 литров подозрительного алкоголя без документов. И этот поток исчисляется сотнями тысяч литров. В текущем году пресечено 10 каналов поступления нелегального алкоголя, 2 из которых из Самарской области, Нижегородской области 3 канала, 2 канала из Челябинской области, Пермский край 1 канал, Санкт-Петербург 1 канал и 1 канал из Республики Башкортостан. Вернемся в лабораторию, узнаем результаты по нашим образцам, приобретенным в одной из деревень. Проведенный анализ так называемого коньяка обнаружил присутствие больших количеств токсичных микропримесей, сивушных масел, эфиров, альдегидов, в том числе и сильно завышена крепость. Это все не характерно для коньяка, и данный образец, конечно же, коньяком не является. Проведенный анализ второго образца
так называемого самогона выявил наоборот сильно заниженное количество характерных для самогона компонентов летучих. Это сильно разбавленный образец спирт, содержащий жидкости, не имеющего никакого отношения к самогону. Домашний или гаражный. Для врачей разницы большой нет. Последствия они наблюдают каждый день в историях болезни, когда итогом становится распад личности вживую и в прямом смысле. Безусловно, суррогаты имеют отличия от обычного алкоголя по их последствиям и по причине неочищенности суррогатов. Допустим, если это касается какого-то домашнего изготовления, там, допустим, сивушные масла, которые гепатотоксичны, то есть токсичны для печени. Естественно, все это попадает в головной мозг со всеми вытекающими последствиями. Это и последствия и агрессии, и вспышки гнева в результате приобретенной токсической энцефалопатии, то есть поражение тканей головного мозга. Судебные процессы над продавцами суррогатов СМИ освещают нечасто. Этот стартовал 3 недели назад. На скамье подсудимых обвиняемый в 11 преступлениях. Делец, по версии стороны обвинения, в своем гараже разливал спиртосодержащую жидкость в бутылки с этикетками известных производителей и продавал. 6 лет был в бегах, некоторое время скрывался за границей. Некоторые его подельники уже отсидели приговоры до 8 лет. Суррогат называют болезнью бедности, но цена на легальную водку в последние годы росла медленнее, чем на другие виды алкоголя. С другой стороны, все больше оборотов набирает самогоноварение, и с этим бороться там, где нет магазинов, а только мобильные продовольственные лавки, представляется малоперспективным. Выпить же контрафакт есть риск и в приличном заведении. Очень часто нарушения мы выявляем в предприятиях общественного питания. Причем это могут быть и, скажем так, пафосные рестораны, бары и небольшие бары, рюмочные. Это можно даже отследить документально, когда алкогольная продукция поступает. Это все фиксируется в ЕГАИС, и мы можем видеть, что одна бутылка была открыта, и продается она в течение недели, 2-3. Но, естественно, такого не бывает, поэтому у нас были факты, когда на мероприятиях по контролю находили 5-литражки, там спиртик, вороночка, бутылочка официально одна поступила, ее продали, а потом туда заливается нечто. Госалкогольинспекция только в этом году провела более 2000 административных расследований. Самые распространенные нарушения – продажа алкоголя без лицензии, без документов, отказ от фиксации в систему ЕГАИС, которая и создавалась как заслон на пути растекания нелегального алкоголя. В магазинах на кассах бутылку сканируют дважды. Один из этапов – контрольный. Если зеленая, появилась зеленая галочка, значит ЕГАИС проходит. Алкоголь можно покупать. Проверить легальность каждой бутылки, где есть акцизная марка или через QR-код на чеке, возможно из мобильного приложения «Антиконтрафакт Алко». Среди новых инициатив упрощение продажи для мелких торговцев, снижение пошлины и отказ от ограничений по торговой площади. Эти меры, по мнению разработчиков законопроекта, должны вымыть суррогат. В Совете Федерации предложили изменить цвет и запах метанола, чтобы его не путали с этиловым спиртом. Между тем, в Центре токсикологии по предновогодней традиции ждут новых поступлений с алкогольными отравлениями. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, Андрей Мохов. 7 дней. Когда практически 2 года живешь в состоянии напряженности и определенного стресса, ухватываешься за любой позитив, даже намек на свет в конце тоннеля. И вот долгожданное. В Татарстане начался спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. И я предполагаю, что для большинства наших сограждан это новость, потому что данные от Оперштаба говорят об обратном. Мы не станем сегодня гадать, откуда такое расхождение в фактах и статистике. Я покажу вам лишь 2 графика. Наверху график заболеваемости от Оперштаба. Мы видим, как растет количество заражений. Внизу статистика запросов Яндекса на лечение коронавируса. Заметьте, эти 2 графика совершенно не похожи, особенно в самом конце. Здесь явный рост, здесь спад, начиная с середины октября этого года. Кто-то скажет, эта статистика запросов не лучший способ получить реальную картину. Но это не так. Этот нижний график на самом деле очень близок к тому, что происходит в действительности. И в этом убедился Михаил Любимов. Видны очень хорошо свободные койки. Да, это глаза. Никогда такого не радуются. было, да? Не было, и да. Вот опять. С июля месяца не было.
Чтобы 3 кровати из 4 было свободно, это было очень редко. В глазах опытного полководца это не мир, а хрупкое перемирие. Пациенты видят в эти дни в Буинском госпитале множество свободных коек. Медики видят множество пока свободных коек. Спад начался ближе к концу октября. На тот момент тут было 79 пациентов, а сегодня их вдвое меньше. В день съемок 41. Конечно, этот факт не имеет никакого значения для тех, кто уже здесь. Вот дедушка совсем тяжело дышит. Да, тяжело дышит. К сожалению, видно, что все идет к тому, что человека на ИВЛ приведут. Пациент 44-го года рождения, из населенного пункта непривитой. Вот человек младше меня лежит. И вот это я вижу постоянно теперь. И я вижу, что это тяжело очень тяжело. Только благодарю, что я стала. Вот эта женщина здесь уже месяц. На ноги встала всего 2 дня назад. Она ничего не знает про ограничения и QR-коды. Но она теперь знает главное. 21 день я на ноги не вставала. В памперсе лежала. Вы представляете? Вот я операцию сделала. По сравнению с этим операцией, это вообще никакого сравнения нет. Эта операция у меня прошла, не знаю, была она или не была, а это страшное. А это страшное, страшнейшее. А вокруг, казалось бы, из страшного ничего. И можно потеряться в догадках. Откуда такое чудо? Пустует половина госпиталя. В этом году лично мы такое видим вообще впервые. И сложно сказать, лучшая это или худшая реклама ограничительных мер. Пути заражения пересекаются, и уже как бы ветку, если дерево сравнить, это сколько людей получается из-за того, что одного вовремя изолировали, сколько людей уже от него не заражаются уже этот. То есть эти побеги? Побеги, да, как раз вот уже мы обрубаем на корню. Сейчас затишье, мы не знаем, что будет через 2 недели. Война еще не закончена, как мы с вами говорили, понимаете? То есть надо на сегодняшний день быть готовым ко всему. Сегодня спокойно, завтра может опять быть всплеск. Сегодня один штамм работает, завтра будет другой штамм. Ведь мы не можем предугадать. В 6 часах езды от Буинска, совсем на другой стороне кроны дерева, на юго-востоке, в Лениногорском госпитале абсолютно та же картина. Буквально недели-2 назад эти все палаты были заполнены и находились здесь пациенты. И этих полководцев не обманешь. Хотя здесь успех, казалось бы, оглушительный. Еще недавно были заполнены все 150 коек, а теперь лишь 40. Падение заболеваемости в 3,5 раза. Понимаете, это вот явление такое же, как было, например, и летом. Летом тоже было затишье. А к чему мы пришли? Другого варианта развития ситуации, если мы не будем вакцинироваться, не прививаться, нету. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день. Все это не нужно объяснять специалистам, но людям объяснить это сложнее. Возможно, поэтому официальная статистика заболеваемости в Татарстане рисует нам картину совсем другую. Вот этот график всем знаком. Это покоряющая каждый день все новые высоты лестница в небеса. В реальности график заболеваемости в республике выглядит скорее вот так. Это статистика запросов Яндекса. Запрос лечения коронавируса. Пик запросов мы видим в середине октября. Затем идет планомерный спад. Абсолютно ту же картину вы получите на запросы потеря обоняния, симптомы коронавируса, пульсоксиметр и сатурация. Абсолютно ту же картину вы увидите и у наших соседей по стране. Можно спорить, насколько это похоже на настоящий график заболеваемости. Но, во-первых, настоящего у нас никогда не будет. И, во-вторых, эта статистика в кои-то веки подтверждается фактами, которые нам снова пришлось добывать собственноручно. Этот спад мы видим повсюду. Возьмем лишь небольшую часть госпиталей центральной зоны. Слева количество коек вообще, справа количество занятых коек. В Казани свободные койки есть везде, кроме 7-й горбольницы и госпиталя РКБ. В районах в среднем свободными остаются от 15 до 20% коек. В октябре, кстати, эти цифры были куда больше. Мы, конечно, не думали, что придется идти вразрез с официальной статистикой, говоря о спаде заболеваемости. Но для полноты картины надо бы знать вот еще что.
В Татарстане сейчас заоблачное количество госпиталей, их 62. Они есть теперь в каждом райцентре практически. Перед вами количество коек по каждому из 5 округов, всего их около 6 тысяч. Их не сокращают пока, лишь в Нижнекамске сокращены 100 коек. И это о многом говорит. В некоторых районах на ковид работает от половины до 2/3 всех мощностей местного здравоохранения. Вот эти проценты показывают нам, какой процент коек в районах отдан под госпиталь. В Сарманово и Урусу, как видите, больше 2/3. Многим больше половины в Альметьевске, Муслюмово и Бавлах. Из всех коек республики отданы или планируются к отдаче под ковид почти 40% коек. Очевидно, что как в госпиталях, так и в системе управления пока не спешат устраивать салюты и даже готовят резервы. В Лениногорске открылся 3-й на всю республику детский ковидный госпиталь. Немножко я болею. Немножко болеешь все-таки, да? Ну сколько ты дней тут уже лежишь? 10. Что-то болело у тебя, что ли? Да. А что болело? Горло. Горлышко болело? Сильно? Да. Только мне больно, сделай он. Ой, у тебя укольчик делали, да? Да. Нет, это не страшно. Это хорошо, что тебе сделали. Угу. Я плакала, что укольчик сделали. Здесь сейчас 35 детей, но коек уже с запасом, их 60. И ни у кого нет сомнений, что они пригодятся. Действовать надо очень быстро и оперативно. И начали болеть детки. Вот это тоже самое основное. Поэтому хочу сказать, здесь все зависит от нас самих, от людей. В Буинске думают так же. Есть такая поговорка «затишье перед бурей». Мы всегда об этом думаем. Если мы немножко послабление дадут по ограничениям, я боюсь, что все это мы опять заполним. Как говорят, если шторм кажется неподвижным, это значит, он движется прямо на вас. Да. Не важно, что говорит статистика. Важно, что говорят факты и врачи, которые ближе к вам и которые должны быть ближе вам, чем любые деятели из всемирной сети. Хорошо, если спад продлится хотя бы до Нового года. Хорошо, если хоть как-то сработают все ограничения, которые есть смысл вводить именно сейчас, в этот период затишья. Так что больше реализма, уважаемые сограждане и органы власти. Давайте вместе смотреть правде в глаза. Если кому-то очень хочется быть оптимистом, то пусть это будет оптимизм на грани отчаяния. Во всяком случае, так будет честно и правильно. Михаил Любимов, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней. Очередные ожидаемые и в то же время привычно неожиданные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции ожидают нас с понедельника. Все были предупреждены заранее, что с 22 ноября начнется фильтрация пассажиров городского и пригородного общественного транспорта. Воспользоваться им смогут только те, кто прошел вакцинацию, переболел и получил заветный QR-код, а также те, кому предоставлена справка о медотводе. Все ждали постановления правительства, оно вышло в четверг. Вопросов меньше не стало. Думается, что на предстоящей неделе все внимание будет приковано к тому коллапсу, который может случиться на остановках и в самом общественном транспорте. Впрочем, если верить статистике, то все должно быть спокойно. Еще до начала всех ограничительных мер, введенных весной прошлого года, в общественном транспорте Казани, как пишет РБК, ездили более 800 тысяч человек в сутки. С введением локдауна пассажиропоток тогда сократился примерно до 100 тысяч. После смягчения мер, конечно, поток увеличился, но не на 100%. По данным портала мэрии Казани, в столице Татарстана привито более 570 тысяч человек. А в ходе проверки, проходившей с 1 по 15 ноября в общественном транспорте Казани, выявлено 5844 пассажира без масок. У большинства, как оказалось, маски были, и только 140 человек были вынуждены покинуть салон. Но маски – это не вакцины, не QR-коды, а по статистике в республике полностью привито около половины населения. Теоретически каждый второй рядом стоящий в автобусе потенциально опасен. И тот самый каждый второй будет пытаться зайти в транспорт без кода.
треснул мир напополам, дымит разлом. Черно-белый квадрат стал символом разделения общества на тех, кто давно за, и тех, кто все еще пытается быть против. Причем первым приходится страдать из-за вторых. Обязательное подтверждение в общественном транспорте наличия вакцинации – это, пожалуй, уже близкая к крайней мера. Дальше, видимо, только полная изоляция тех, кто без прививки. А как же еще заставить человека позаботиться о здоровье своем и близких? Медики 2 года в этой битве. Теперь бой принимают транспортники. Все силы брошены на то, чтобы не создавать большой поток людей, чтобы люди не задерживались и с комфортом воспользовались нашим транспортом. Страшно, но куда деваться? Выводить на светлую сторону тех, кто все еще оставался в тени, придется в первую очередь кондукторам. Назия Хусаинова работает в трамвае 25 лет. Теперь вот кроме валидатора рабочим инструментом станет и смартфон. Бабушка или дедушка зайдет, я могу вот так проверять. Непривычно, конечно, будет сначала, а потом уже через круг привыкну. Ежедневно на маршруты города выезжает 85 трамваев и 154 троллейбуса. Все не обеспечены? Все не обеспечены телефонами. Это, конечно, пока еще репетиция, или, правильнее сказать, учение перед настоящей битвой с теми, кто попытается нарушить новые правила. Обещают, что в первую неделю будет и усиленная группа поддержки. На линии ежедневно будут работать совместно с кондукторами отдел КРО и ТРовский состав. Также ЧСПИК будет выходить на помощь кондукторскому составу. Думаем, справимся с данной задачей. Ежедневно на каждом вестибюле будет стоять по 2 проверяющих, по 2 контролера. Первую неделю мы будем своими силами. Это подключены все сотрудники метрополитена. На сегодняшний день предприятие набирает у нас в штат людей от 18 лет, которые будут помогать проверять QR-код. Мы рассчитали свои силы, мы рассчитали вообще структуру нашего пассажирского транспорта. Нужно сказать, что 2582 единицы, они все нами рассчитаны, подсчитаны. Сюда вошли и автобусы, и трамваи, и троллейбусы. Мы четко понимаем состав водителей, кондукторский состав, то есть те силы, те средства, которые помогут нам эту работу произвести. На случай конфликтов силовые структуры уже наготове. В метро они всегда дежурят, и сюда без нужного квадрата просто не пройти. На земле же обещают тоже прибыть по первому зову. Пассажир без кода должен покинуть транспорт, как минимум на следующей после проверки остановки. Плата за проезд будет взиматься только после предъявления QR-кода. Пригородные и междугородние перевозки внутри республики не исключение. Также запрещена продажа билетов в кассах автовокзалов, автостанций без предъявления указанных QR-кодов. Кроме того, для определенной категории граждан, это 60+, приостанавливается действие льготных транспортных карт, то есть проездных билетов. За пределы республики можно будет уехать без кода, а социальный проездной снова заработает, как только его владелец примкнет к числу получивших обе дозы вакцины. У нас автоматизированная система оплаты проезда, она синхронизирована с системой Минздрава, и все эти сведения поступают практически в ежедневном режиме на постоянной основе. Приниматься только в транспорте будут 3 вида QR-кодов. Собственно, те, которые присылаются после полной вакцинации, те, которые выдаются на полгода переболевшим, и 3-й вид QR-кода – медицинский отвод. Чтобы получить последний, для начала нужно обратиться к терапевту, но выдают не всем. Медицинский отвод выдается строго по показаниям. Что это такое? Это значит, что наличие просто хронического заболевания, к примеру, не является медицинским отводом от вакцинации. Не надо, пожалуйста, уважаемые жители нашего города и нашей республики, пытаться с этой позиции заходить в поликлинику. Очень узкий сегодня спектр реальных медицинских отводов от вакцинации. Это тяжелые аллергические реакции в анамнезе, это возраст до 18 лет, это для ряда вакцин беременности, кормление грудью. И если срок справки еще не истек, потому что есть справки, которые на 2 недели, на месяц, и уже у них срок истек, тогда да, им нужно прийти и переоформить это на справку с QR-кодом. Еще одно новшество, которое уже работает. В МФЦ теперь можно получить те самые справки с теми самыми кодами в бумажном виде.
Если, конечно, есть прививка и медицинское учреждение внесло все данные в систему. Регистрироваться на госуслугах и подтверждать личность до похода в МФЦ теперь не нужно. Обещают, что процедура займет минут 5 времени. Если для создания личного кабинета в ЕСИ надо лично было приходить, и, к сожалению, мы очень большое количество проклятий получали в свой адрес, что у них мама пожилая, там, дедушка, к вам водить тяжело, народу много. Здесь же появилась простая, обыкновенная доверенность письменная. Даже лично приходить не обязательно, чтобы получить бумажную версию желаемого квадрата. Сделать это может родственник, сосед, старший по дому или еще кто-то, получивший доверие. Если есть у вас пожилые люди, или есть, допустим, мы сейчас про студентов говорим, чтобы не заполоняли, мы предлагаем старостам просто-напросто, письменные доверенности от руки написать, он придет и получит за всю группу эти сертификаты. То есть это очень важный момент, подчеркиваю, что по доверенности письмен, не нотариально заверенный сертификат тоже можно сейчас получить. Словом, у честно вакцинированных, переболевших и имеющих официальный медотвод проблем в транспорте с понедельника быть не должно. Электронные коды приходят автоматически. Тем же, кто не успел получить бумажную справку, видимо, один раз придется воспользоваться поездкой в МФЦ на такси. В очередной раз придется набраться терпения всем сторонам этого процесса. Все наши перевозчики – это или средний, или мелкий бизнес. Тем самым мы их в обиду или бросать просто так на произвол судьбы, разумеется, не будем. Мы ищем методику, каким образом будем выявлять эту упущенную выгоду. Я бы попросил наших пассажиров не вымещать свое негодование на кондукторах, на водителях. Они выполняют свою работу. Мы работаем как в военном режиме, поэтому перенесли вакцинацию массовую. Наверное, думаю, что и с этим тоже справимся. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников, Роман Безменов. 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите далее. С учебного плана сняли, это плохо, конечно. Татарстан дәүләтендә яшәгәч, ул дәүләтнең телен дә, әдәбиятын да, гореф-гадәтләрен дә белергә кирәктер дип уйлыйм. Стандарты третьего поколения. Татарский язык в школах должен появиться или все-таки, возможно, появится? Рустам Минниханов в понедельник принял участие в юбилее крупнейшего банка страны группы «Сбер». Ему 180 лет. По этому случаю в Казани заработал единственный в России центр оказания IT-помощи «Сбер Решение». Он будет помогать бизнесу, включая международные компании. Оказанием интернет-услуг будут заниматься татарстанские специалисты. В понедельник подвели итоги конкурса «Вкусы России». В этом году в нем приняли участие 720 производителей из 84 регионов страны. Казанский «Чак-Чак» стал лучшим в номинации «Нас выбирают». С поздравлением через видеосвязь присоединился президент Рустам Минниханов. О цифровизации энергетики говорили на встрече президента Татарстана с Ассоциацией содействия цифровому развитию. 2022 год объявлен годом цифровизации, а значит впереди новые вызовы и задачи. Свои разработки Рустаму Минниханову представили сразу 3 компании – Татэнерго, сетевая компания и Татэнергосбыт. Завершился республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время. Безнен Заман». В этом году он объединил больше 2000 участников. На этот раз фестиваль посвятили Году родных языков и народного единства. Он проходит под патронажем президента республики Рустама Минниханова. Татарстан – лидер в стране по производству и потреблению композитов. Об этом заявили на форуме в Москве, где обсудили развитие отрасли до 2035 года. Участие в нем принял Рустам Минниханов. Он отметил, республика всегда ищет новые ниши для развития производства. Вопросы стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года обсудили в Москве с участием глав регионов. Татарстан представлял Рустам Минниханов. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, главная задача стратегии – предоставление гражданам возможностей по улучшению жилищных условий. Для этого нужны инвестиции в ЖКХ, транспортную отрасль, возведение социальных объектов. Фарид Мухаммедшин принял участие в заседании Президиума парламента республики. Здесь обсудили вопросы, которые рассмотрят на заседании Госсовета 25 ноября. Это и законопроект о бюджете Татарстана на ближайшие 3 года, и изменения в экологический кодекс.
Президент Татарстана с рабочим визитом посетил Кыргызстан. В Бишкеке он принял участие в деловом форуме, а также встретился с руководством республики. Большой разговор состоялся в Доме-музея писателя Чингиза Айтматова. На сегодня в Кыргызстане с населением 6,5 миллионов человек проживает около 55 тысяч татар. Они достаточно внушительны, представлены в республике во всех сферах деятельности: в промышленности, сельском хозяйстве, просвещении, здравоохранении. На заседании правления молодежного форума Организации исламского сотрудничества принято решение о присвоении Казани статуса молодежной столицы ОИС-2022. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании в Доме правительства. Он отметил, что в статусе молодежной столицы ОИС в Казани в 2022 году планируется проведение ряда международных мероприятий, в том числе глобальный молодежный саммит, международный молодежный фестиваль мусульманской культуры, международные конные скачки и многие другие. На субботнем совещании обсудили развитие вирусной ситуации. Рустам Минниханов отметил, что пожилые люди сейчас находятся в зоне риска, в связи с чем напомнил, что с понедельника будут заблокированы транспортные карты для лиц старше 60 лет. Напомню, что новые транспортные ограничения стартуют с 22 ноября. Рустам Минниханов провел заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. На нем члены комиссии одобрили реализацию ряда инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства на улице Адмиралтейской, улице Яхина, Московская, Курашова. Рустам Минниханов напомнил, при возведении жилых комплексов необходимо заранее позаботиться о социальной инфраструктуре. В субботу президент Татарстана принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине со дня кончины митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. В соборе Казанской иконы Божией Матери состоялось поминальное богослужение. Рустам Минниханов и другие возложили цветы к могиле митрополита. В мероприятии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаммедшин, руководитель аппарата президента Республики Татарстан Асгат Сафаров, другие официальные лица. Напомним, что митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался 20 ноября 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Он похоронен 23 ноября 2020 года у собора Казанской иконы Божией Матери. Продолжаем программу «7 дней». Уже в следующем учебном году наша отечественная система среднего образования переходит на новые государственные образовательные стандарты. Сокращенно их называют ВГОСами третьего поколения. Проще говоря, это главный инструмент воздействия на систему образования. Это своеобразный фундамент всего образовательного процесса. По ВГОСам пишут учебники, определяют, сколько времени уделить тому или иному предмету, решают, как проводить аттестации и какие задания будут на ЕГЭ. В России первые ВГОСы начали внедрять с 2007 года. В сентябре 2022, соответственно, наша образовательная система дойдет до третьего уровня. В чем же преимущество ВГОСов третьего поколения и чего нам ждать и чего нам опасаться? Главные новости. ВГОСы позволят, первое, отработать грамотный и системный объем академических часов. Их минимальное и максимальное количество, необходимое для полноценной реализации основных образовательных программ. Второе, гарантирует более конкретные единые требования к результатам обучения. Подробно указан перечень предметных навыков, которыми должен обладать ученик в рамках каждой дисциплины. Третье. Развитие тех компетенций у учащихся, которые будут им необходимы для жизни в современном обществе. Одна из них – владение родными языками. В новых ВГОСах новая предметная область, которая для национальных республик в новинку. Родной язык или государственный язык Республики Российской Федерации. А это значит, что татарский язык, второй государственный язык Республики Татарстан, со следующего года должен появиться или все-таки, возможно, появится в учебных планах школ. И это не оговорка. В словесной чехарде пыталась разобраться Ильзира Юзаева. Стены здесь не слушают, а говорят. Каждый кабинет татарского языка 121-го лицея Советского района Казани – это рассказ об огромном мире народа, в котором живут артисты, художники, поэты. У наглядных, как называют их в педагогике пособий, у всего того, с чем сталкиваются в стенах учебного заведения его подопечные, весьма серьезная миссия. И не только и не столько филологическая. Уроки вне урока. Главная задача которых – воспитывать в каждом уважительное отношение к языку, культуре народов, проживающих на одной земле. Мы очень благодарны гранту Комиссии по развитию
татарского языка, тем правительственным грантом, который наша школа получала неоднократно. У меня много коллег, с которыми мы общаемся в других территориях, на конференциях, да, или вот сейчас очень это хорошо в Zoom. И я знаю, что не во всех территориях есть такие гранты. И вот спасибо, что такая возможность, такая ресурсная возможность, такая моральная возможность, да, для развития, вот с этим грантом она появилась. Учителя говорят о необходимости межкультурного и языкового диалога, то, чего лишили школ 4 года тому назад. Хотя процесс унификации в системе образования России был запущен еще раньше, после исключения из образовательной системы регионального компонента. Поспешно внедренный в школы проект закона о родных языках только усугубил положение вещей. Выбор родного языка многие семьи до сих пор ставят в тупик, потому многие делают свой выбор, по сути, без выбора. Алайса татар булмаган ата-аналар да менә теге татар телен өйрәнү теләген белдерделәр, әйеме? Әлбәттә, Татарстан дәүләтендә яшәгәч, ул дәүләтнең телен дә, әдәбиятын да, гореф-гадәтләрен дә белергә кирәктер дип уйлыйм инде мин. Такая вот словесная эквилибристика, которую взвалили на плечи и без того загруженные школьные кадры. 63% детей в Татарстане в качестве родного языка выбирают татарский язык. Чуть больше 33% русский язык. Нужно понимать, что для многих народов, живущих в Татарстане, не русский, а татарский язык является языком общения, языком территории. Это исторически сложившаяся практика, ведь есть не только русскоговорящие города. В районах Татарстана государственный статус татарского языка особенно ощутим. Например, в этой марийской школе родители в качестве родного выбирают марийский язык. Это выбор народа, который, учитывая прессинг глобализации, действительно заслуживает большого уважения. Но они хотели бы изучать и государственный татарский, который всегда являлся для них вторым языком общения, языком их родины, их республики. Но у школы нет такой возможности преподать урок, которого сняли с массового производства. Татарский, ну вот, что вот с учебного плана сняли, это плохо, конечно. Потому что, знаешь, языки, это, ну как, для развития очень хорошо. И культуру, и все знаешь. Так ведь? Понемногу все равно. А вот, не знаю, зачем сняли? Казалось бы, новые федеральные стандарты в этот сложный процесс языкознания должны внести определенную ясность. По словам экспертов, новая предметная область, государственный язык республик – это отнюдь не старая песня о главном. Несмотря на то, что у республики есть богатый опыт в преподавании татарского языка в качестве государственного. То есть это обучение детей, не владеющих языком. Это будет все же новый предмет, который в соответствии с новыми жизненными реалиями будут дополнять новыми смыслами. Новые учебники, которые уже разрабатываются, они именно разрабатываются на основании этой программы. И на сегодняшний день разработаны учебно-методические комплекты нового поколения и для программы как родной, татарский как родной, и как государственный. Согласно ВГОСам третьего поколения, школа для изучения в обязательной части учебной программы может выбрать родной язык – русский, татарский, чувашский, марийский, удмуртский или государственный язык региона. Может государственный язык преподавать дополнительно с родным языком. Всем без исключений. Вариаций на тему множество, но алгоритм действий до сих пор не найден. Как реализовать такое долгожданное право национальных субъектов с учетом всех, даже самых тонких нюансов? При этом количество занятий каждая школа определяет по мере своих возможностей. Законом теперь это не возбраняется. Но, по словам экспертов, сложность в реализации этого проекта заключается в единственной оговоренной законом фразе. Для организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, а также государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии возможности организации, то есть школы, и по заявлению обучающихся, то есть родителей. То есть опять мы будем писать согласие. Согласны? Нет, мы согласие будем писать, это 100%. Не опять будем писать. Будем писать и на государственный язык будем писать. И на родной язык. И на родной язык будем писать. Но если республика примет, что татарский язык преподается в статусе государственным татарам, тогда они будут писать только государственный.
Да. А русские желающие могут писать: я хочу изучать русский родной. И плюс еще государственный татарский, если желает, да. Но это надо предлагать. Это надо предлагать и пропагандировать. Сейчас мяч на игру. Это очень важное изменение. Дело в том, что до 70-х годов у нас в паспортах была прописана национальность. Потом сочли во всем мире, и у нас в частности, что это нарушение прав человека. Человек не обязан указывать свою веру, свою зарплату и свою национальность. Его называют борцом за татарский язык. Знаменитый директор Казанской школы Павел Шмаков в Верховном суде России, хоть и безуспешно, но когда-то попытался отстоять право национальных субъектов на преподавание своих государственных языков. Дело в суде было проиграно, но своеобразным отголоском, как считает Шмаков, все же стало это новшество в ВГОСах, которое школам все же придется учитывать с нового учебного года. В его школе татарский язык не менял своего статуса никогда, даже в эпоху глобальных перемен, связанных с проверками надзорных органов. Он преподается в качестве государственного языка республики всем без исключения. И по мнению Шмакова, это самый идеальный вариант, в котором заключен главный жизненный аспект. Раз мы живем в Республике Татарстан, то с моей точки зрения разумно, чтобы все дети изучали татарский язык. Разумно. Разумеется, у людей могут быть иное мнение. И в этом случае мы разговариваем еще раз и еще раз. А на уроках ставим, может быть, вместо программного мультика по правописанию конкретных слов, мы ставим мультфильмы на татарском языке. Мы танцуем татарские танцы, русские танцы. В данный момент мы больше про татарский язык говорим. То есть существенно то, что это должно быть направлено на человека, на ученика, на родителей. И должно быть сделано так, чтобы Конституция нашей страны исполнялась. А не так, чтобы по воле кого-то, чтобы угодить кому-то, делать это некрасиво. Федеральный государственный образовательный стандарт – это как бы свод правил, с помощью которых систематизируется работа школ. Но пока они вносят лишь массу противоречий. С одной стороны, школы должны заниматься духовно-нравственным воспитанием, в том числе и через уроки по изучению государственных языков. С другой стороны, им вновь придется искать свою дорожку, где слишком много указателей и нет ни одного проводника. Изира Юзаева, Роман Безменов и Андрей Кузьмин. 7 дней. А теперь давайте перенесемся на 2 года назад. Середина-конец ноября, точнее 17 число, Китай и весь мир впервые узнал это страшное слово «коронавирус». Признаться, тогда с трудом верилось, что мы проживем с этой напастью, с заразой, аж 2 года. Ну вот прошел год, ноябрь 2020-го, и мы уже свыклись с тем, что у нас не просто опасный вирус, а самая настоящая пандемия, которая парализует экономику, испытывает на прочность систему здравоохранения, а самое печальное, уносит жизни людей. Однако я хорошо помню то время и помню, что тогда многим, и мне в том числе, казалось, что перелом уже наступает. У нас в России уже были зарегистрированы вакцины от коронавируса, и первый препарат, и второй, на подходе был третий. И уже звучали оценки, что система здравоохранения России в общем и целом справилась, можно сказать, на хорошо. Говорили, что залогом успеха стала модель с элементами советской системы, которую организовал в свое время еще Семашко. Справедливо упоминали о героизме врачей, стойкости младшего медицинского персонала, умении государства быстро развернуть целую сеть больниц. Но вот прошел еще год, и что мы имеем? Ковид все еще свирепствует, мы теряем наших сограждан и практически провалили кампанию по вакцинации, несмотря на наличие достаточно эффективных вакцин. Будем объективны, мы наглядно увидели не только плюсы нашей системы здравоохранения, но и минусы. Где у нас есть самые серьезные резервы для улучшения ситуации, обсудили на последней коллегии Министерства здравоохранения Республики Татарстан, которая была посвящена теме минимизации коррупционных рисков. Есть много рейтингов в мире, которые сравнивают разные системы здравоохранения по разным показателям. Чтобы не утомлять вас цифрами, обращу внимание только на один момент. Итак, сколько граждан в России удовлетворены своей системой здравоохранения? Одно из свежих исследований. У нас в стране по сравнению с прошлым годом существенный рост, плюс 7%. 41% россиян доверяют отечественной системе здравоохранения. Но обратите внимание, как мы еще отстаем по этому показателю от ведущих тех же европейских стран. Бельгии, Германии, Франции, Испании, где этот показатель за 80% и под 90%.
Есть куда стремиться и над чем работать. Подробности далее. Будем откровенны и честны, мы были наивны. Мы очень хотели поверить в чудо, в чудесную реинкарнацию российской системы здравоохранения в лучшую, модернизированную версию советской системы. Увы, сейчас мы это видим отчетливо, не случилось. Врачи-герои, но и они не железные, и они не бессмертные. К тому же пандемия словно прожектором высветила наши системные проблемы. Коек не хватает, но это, если разобраться, самый решаемый вопрос. А что делать с хроническим недофинансированием отрасли или острой нехваткой медицинского персонала, или озлобленностью людей, которые устали стоять в очередях и переносят свое раздражение на врачей? Конечно, можно было бы сказать, не время поднимать сейчас эти вопросы, надо бы с пандемией быстрее разобраться. В татарстанском Минздраве, судя по всему, придерживаются иного подхода. Наоборот, самое время. Да и можно ли одолеть такого коварного врага, как коронавирус, если в ваших рядах нет единства и сплоченности? Поэтому на коллегии министерства подняли, пожалуй, один из самых острых и болезненных вопросов – снижение коррупционных рисков в здравоохранении. Это тема для обсуждения уже со всеми интересующими ведомствами. Министр Марат Садыков сразу же призвал коллег к честности и открытости. Один из самых актуальных для отрасли вопросов – вопрос нехватки кадров. Причем в период борьбы с пандемией, когда все силы брошены на противостояние с инфекцией, этот кадровый голод становится не только более острым, но и подталкивает к коррупции. О конкретных примерах рассказал на коллегии заместитель начальника управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов. Так, в Тюлечинской ЦРБ работники антикоррупционного ведомства выявили сразу несколько фактов приписок. Главврач сам признал, что ежедневно 3-4 выезда бригад скорой помощи они приписывают для того, чтобы получать деньги с фонда. На 0,5 ставки у них есть врач-психиатр. Когда мы там работали, мы его так и не смогли увидеть. Да? Он хоть на 0,5 ставки есть, но по факту мы его не увидели. Почему? Дальше начали изучать, он оказывается еще в Батнинском районе, тоже на 0,5 ставки работает якобы. А по факту это получилось, что врач услуги не оказывает, вместо него справки выписывает, людей осматривает, это медсестра психиатрического кабинета. И тут получается, что люди, возможно, не могут получить услугу какую-то либо, и начинаются даже граждан толкаем на какие-то схемы. Практика показывает, там, где нет прозрачности, четкости в организации работы медучреждения, там обязательно есть поле для коррупции. Не спасают даже новые технологии. К примеру, давно ли вы записывались к врачу по электронной очереди? А никогда не задумывались, почему так сложно это порой сделать? Мы видим электронную очередь, которая вроде как бы есть, но в нее внесены фальшивые данные о посещении. То есть реальный пациент просто не может попасть к врачу, потому что все места вроде как бы заполнены. А возможно, что этого и нет. Где прежде всего нужно снижать коррупционные риски? На каком этапе? При проведении закупок препаратов и оборудования, непосредственно в медицинских учреждениях, выявляя факты навязывания платных услуг. На коллегии прозвучало, работу необходимо вести по всем направлениям. Скажем, вопрос комплектации поликлиник и больниц с нужным количеством единиц медицинского персонала. Только ли это вопрос самих клиник? Да нет, конечно. Те самые коррупционные риски возникают еще в процессе подготовки этих кадров. Так, в республике ежегодно 10 медицинских колледжей выпускают порядка 1500 студентов, обучающихся на бюджетной основе. Из них трудоустраивается немногим более 1000, точнее 1091 человек. Для средних профессиональных заведений любой другой отрасли это считалось бы хорошим показателем. В Минздраве поднимает вопрос, как добиться близкого к 100% трудоустройства или полного возврата средств, потраченных на подготовку выпускников колледжей, которые не идут работать по специальности. Государство заплатило за эти средства. Они шли целевыми. Каждый год готовим мы. И этот вопрос из года в год встает. Я просил бы и 2021 год жестко проконтролировать и дать мне информацию. Уведомляем им сначала об этом, даем им возможность все-таки трудоустроиться в медицинскую организацию, в государственную, предлагаем им. Но если этого все-таки не происходит, тогда мы выставляем претензии и даже отправляем такие дела в суд. Многие не до конца понимают, что вот после 2019 года введен новый порядок ответственности за неисполнение своих обязательств. И теперь тот
человек, который нарушил обязательства, если это выпускник, то он, если это руководитель медицинской организации, то он будет от лица, значит, своей медицинской организации решать вопрос. Это возврат всех средств, которые потратила страна на обучение. Вот туман образовался, видите? На этих ребят и девушек сейчас особая надежда. Они придут и уже сейчас приходят на смену своим более опытным коллегам на передовой войны с коронавирусом. Как нам сказали, более 700 студентов колледжей со всей республики работают волонтерами в лечебных учреждениях Татарстана. Они достойны отдельного репортажа. Из других позитивных моментов – прекрасная материальная и технологическая база учебных заведений того же Казанского колледжа, который сегодня стал базой для подготовки членов национальной сборной движения WorldSkills. Сейчас я обработаю уроки, и мы с вами продолжим, хорошо? Айселу – студентка Казанского колледжа и победительница национального чемпионата «Молодые профессионалы», причем сразу в нескольких компетенциях. Анастасия – еще один молодой профессионал своего дела из Хабаровска. Обе девушки собираются работать по специальности. Я рада здесь работать. В принципе, здесь тоже нас тренируют, дают нам большую такую нагрузку. После окончания Казанского медицинского колледжа я буду 3 года работать, как минимум 3 года работать в поликлинике. Сейчас все-таки инновационные технологии тоже развиваются, и было бы круто, если бы они внедрялись в обычную жизнь. Все документы пациентов уже переносятся в электронном варианте, практикуется это. Вот. Было бы это здорово. Понимают ли девушки, что их хорошие знания, великолепные навыки несколько померкнут при столкновении с суровой реальностью? Причем технически многие наши поликлиники оснащены неплохо, однако не всегда у врачей есть время даже на общение с пациентом. Ведь они практически завалены бумажной работой, говорят нам эксперты. Вот этот парадокс о том, что есть в электронной форме, но все равно нужно в бумажной. Это уже и грустно говорили, и смешно, и как угодно. Но это никуда не двигается, это вот, к сожалению. Использовать гильотину и убрать все лишнее, которое мешает. Которое в обычной обстановке, может быть, не так остро смотрелось, а сегодня требует самых решительных мер освобождения врачей от несвойственной им работы. Мы уже не можем закрывать глаза на эти проблемы, не замечать их, значит обманывать самих себя. Героизм врачей на передовой, неплохое оснащение наших клиник, успехи высокотехнологичной медицины не отменяет приписки, нехватку кадров в сельских больницах, огромные очереди. Нам давно был нужен этот честный разговор, и хорошо, что в Минздраве к нему готовы. Значит, будет и его продолжение, и будет результат. Раз у нас и министерство, сам министр, руководитель взялся за этот вопрос лично, да, провели они комиссию, и полномерно мы будем двигаться дальше. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней. QR-коды плотно вошли в нашу жизнь, а ведь мало кто знает, откуда они вообще появились изначально. QR-код – это японское изобретение 1992 года, и разработали его, конечно, не для людей, а для автомобильной промышленности в Японии. Полная расшифровка аббревиатуры QR-код – это с английского Quick Response Code, то есть код быстрого реагирования, а сокращенно, собственно, QR-код. С середины нулевых его достаточно плотно используют по миру в качестве маркетингового кода. То есть почти каждый бренд имеет свой QR-код с выходом на товар или страницу торгового дома. Однако история диктует свои правила, и сегодня QR-код уже не просто рекламный ход, он сам превратился в рекламу. Он перестал быть инструментом, а стал частью моды. Теперь уже не просто ради красоты, но и для функционала. Кепки с принтами, одежда, обувь, QR-ные аксессуары и даже нательные татуировки. Рисунок, который так напоминает то ли квадрат Малевича, то ли лабиринт, является мерчем сам по себе. То есть продукцией с определенной символикой или атрибутикой. Тренд подхватили сначала известные бренды, выпустив целые QR-ные коллекции. Затем код спустился в массовый сегмент и стал необычной деталью обычных людей, среди которых оказалась и Диляра Юсупова. В ближайшее время он будет везде, а без него везде будет нельзя. Неожиданно QR-код стал самым популярным, модным аксессуаром последнего года. И это несмотря на то, что известные бренды уже использовали QR еще до начала пандемии. Так, популярная спортивная марка выпускала целую серию кроссовок, которая знакомила нас с новой реальностью. Другой известный бренд презентовал серию эко-сумок с QR-принтами.
Сегодня QR-код на улицу города выглядит не просто актуально, но даже слегка иронично. Мы предлагаем вам посмотреть на него несколько иначе, как на то, что существует и за пределами вашего смартфона. Поехали! Добрый день. Смотрите, вот у меня есть маска. Возможно ли нанести сюда QR-код? Да, конечно, давайте сделаем. В целом говоря, наш QR-код готов. Сейчас берем вашу масочку и будем уже наносить его под термопрессом, под давлением, под горячей температурой. В принципе, он уже, то есть, что стирать, что хотите с ним можете делать, Он не сотрется. он уже нет, да. Некоторые идут еще дальше и печатают на одежде сразу и QR-код, и паспортные данные. В Казани пока таких немного, но интерес к тому, чтобы разместить черно-белые квадраты на куртке или шапке, все же есть. Ну вот, смотрите. Что это значит? Что я тоже в тренде? По обстановке вы уже догадались, где мы сейчас находимся. Еще один тренд. QR-маникюр. Пойдемте. Что сегодня вот мы можем с вами сделать? Что? Самые сумасшедшие дизайны мы уже делали. Сегодня будут QR-коды на ногтях в качестве дизайна. Конечно, собственноручно нарисовать QR-код у мастера не получится. Тут нужна максимальная четкость и графичность действий. Самый простой вариант – распечатать нужное изображение, что мы, собственно, и сделали. Мы его даже попробуем прочитать. Главное, чтобы света хватило. В данном случае мы использовали не свой QR-код, в основном в дизайнерских целях. Настоящий мы приберегли для более изощренного бьюти-экстрима. Маникюр уже сделан, очередь за татуировкой. Настоящую я, конечно, сделать не решилась. Мы сделаем что-то наподобие кальки. Вот как правильно это называется? Диляра, я обвела наш QR-код через специальную трансферную бумагу, тем самым подготовила эскиз для нанесения татуировки. Сейчас мы это сделаем. Давайте попробуем. Диляра, вы готовы? Я не готова. Давайте сейчас попробуем зайти в крытый рынок и проверить, работает ли наш новый QR-код. Раз, QR-код можно? Здрасте. Сможете? Не, он не читается. Точно, да? Точно. Нет, вообще никак не читается. Где-то, наверное, 1,5 года назад, когда истории с пандемией еще не было, моя коллега делала QR-код, татуировку с QR-кодом. Я не знаю, на самом деле, что он означал, но он хотел, то есть клиент хотел, чтобы она читалась, мы попробовали, она не прочиталась. Поэтому все-таки кожа – это совсем другое, и не всегда есть уверенность в том, что QR-код почитается. А что-нибудь есть у вас с QR-кодом, с надписью? Нет. Чтобы с логотипом, с принтом QR-кода было? Нет таких принтов? Ну вот это, кстати, вопрос открытый. А закрепится ли этот тренд, этот символ? То есть закончится ли пандемия? С эстетической точки зрения как-то можно его обыграть, но его значимость в любом случае будет меняться со временем. Если мы возьмем эпоху Средневековья, важным символом было оружие. То есть на сегодняшний день, в эпоху цифровизации, то есть у нас символом является QR-код. То есть, соответственно, меняются эпохи, меняются тренды, меняются символы власти, символы свободы, символы передвижения. Что диктует мода? Не воспринимать все слишком серьезно, а посмотреть на QR-код не как на высказывание, а всего лишь как на авангардную подпись. И каким бы символом он ни был, свободы или наоборот ограничений, то теперь уж точно станет еще и вакциной от тревожности. Диляра Юсупова, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней.
На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. В студии София Егорова. Здравствуйте. Еще одна неделя ноября позади. Узнаем, что прогнозируют нам синоптики на ближайшие 7 дней. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана, в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге жители ждут снежные дни. К середине недели похолодает до минус 7-8 градусов днем. К выходным 0-3. На юго-востоке Татарстана, Бугульме, Бавлах и Азнакаево аналогичная погода. Снег, пасмурно и довольно прохладно. Дневные температуры достигнут отметки минус 8 градусов. В центральном районе республики жителей ждет пасмурное небо с самого понедельника. Пройдут осадки преимущественно в виде снега. Днем минус 3-5 градусов. На юго-западе республики вплоть до пятницы ожидаются осадки. И также минус 3-5 градусов днем. На северо-западе республики, а также в Казани почти всю неделю будет идти снег. Солнце не планирует выходить из-за туч. Будет прохладно до минус 7 градусов днем. Все ближе зима, а ноябрь пока благоволит нам и не спешит ударять сильными морозами. Более подробный прогноз погоды смотрите ежедневно на ТНВ. До свидания.